Это был своего рода манифест. Это был манифест, который говорил о поведении господина Ефремова и об его отношении к людям, у которых, как мы подозревали на тот период времени, именно по вине господина Ефремова забрали близкого человека. Там было написано все. Там было написано все, что семья, и вот там стояли 3 подписи, вдовы, младшего сына и брата. Там было написано абсолютно все. И действительно, там солидарно мы просили 1 рубль. Реакция, которая была незамедлительно после этого, было сказано, что и даже 1 рубль – это много. Нехорошая реакция. И я думаю, что суд это увидел. О которых немного мы забыли за стрекотом фотоаппаратов. Сначала очень было много сомнений, что это дело вообще закончится обвинительным приговором. И только вот благодаря Александру Аркадьевичу и его команде, Андреевичу, да. Я просто волнуюсь, что это дело получило логическое завершение. И я думаю, что суд, благодаря этому суду над Ефремовым, мне кажется, что некоторые люди все-таки задумаются, известные люди, что все-таки суд есть, и они могут оказаться в точно такой ситуации. И может это будет предостережением, что все-таки не все позволено всем богатым и знаменитым. Тем не менее, ваши доверители, получается, одержали победу, или так неправильно? Я полагаю, то, что Михаил Олегович сам стал жертвой Ильмана Пашаева, и когда он выбирал данного защитника, скорее всего, он не понимал и не осознавал, с кем он столкнулся. Насколько мне известно, что Ильман Пашаев обещал Михаилу Олеговичу за гонорар в 11 миллионов либо условный срок, либо полное освобождение. Но чего не случилось, как мы с вами видим. Поэтому, к сожалению, я думаю, что Михаил Олегович через некоторое время осознает, что он также стал жертвой одного из уже величайших известных мошенников. Алия Захарова, сына Сергея, его адвокат Татьяна Головкина сегодня присутствует у нас. Вначале мне звонил Сергей Гармаш, который предложил встретиться. И когда на его предложение я сказал, что мы можем встретиться в присутствии Александра Андреевича, он сказал: хорошо, мы с вами встретимся, меня это не пугает. Но после этого он прислал письмо, СМС-сообщение, сказал, что раз вы будете встречаться со мной в присутствии адвоката, я тоже посоветуюсь со своими адвокатами, стоит мне с вами встречаться или нет. И вот это все единственный раз, когда мне вот это было сделано предложение. Спасибо всем, кто участвовал. Спасибо. И в этом процессе тоже. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.